День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин анонсировал утверждение нового нацпроекта по космосу. Расскажем о нем и о других важных федеральных событиях недели. В центральных районах Якутии закрылись все ледовые переправы. Пассажирские перевозки осуществляют суда на воздушной подушке. Тем временем в республике началась подготовка к паводковому сезону. Вскрытие рек на территории региона в этом году ожидают раньше средних многолетних сроков. 20 апреля в стране отмечает Национальный день донора. С начала проведения всероссийской акции, приуроченной к празднику, к ней присоединилось более 500 человек. «Плыть против течения» Анастасия Диадорова и ее мама о фильме, о силе духа и материнской любви. В начале недели Владимир Путин анонсировал скорое утверждение нового национального проекта – космического. А в Абхазии спустя 30 лет при поддержке страны возобновляют работу аэропорта. О ярких и значимых событиях уходящей недели расскажет Айсена Бурнашова. Здравствуйте, это дайджест федеральных новостей, и вот что было на этой неделе. Новый нацпроект в космической сфере будет утвержден в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент посетил Московский государственный технический университет имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космической деятельности. Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых движущих сил всего нашего национального развития. Мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время, с тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026 и на последующие годы до 2028 обеспечить его финансирование в полном объеме. Новый нацпроект охватит все важнейшие для России направления. От создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. Важнейшим направлением национального проекта станет ядерная космическая энергетика. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах. Совещание не случайно прошло в стенах Бауманки. Среди выпускников университета целая плеяда прославленных космонавтов, выдающихся ученых, конструкторов. Президент осмотрел новый корпус вуза и пообщался со студентами. В России стартовала продажа авиабилетов в Абхазию. Первый прямой рейс из Москвы в Сухум запланирован на 3 мая. А с 6 мая начнутся перелеты из Нижнего Новгорода. Аэропорт Сухума не работал с момента окончания грузино-абхазской войны более 30 лет. После долгого перерыва прошел реконструкцию. Она началась в 2023 году при участии России. На сегодняшний день завершены сертификационные работы. Обновлена взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, перрон. Прошел и первый тестовый рейс. Он состоялся 7 февраля. Поскольку работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым тестовым рейсом, теперь у нас есть полное подтверждение, абсолютная уверенность, что с 1 мая начинается регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума. Длина взлетно-посадочной полосы 3600 метров. И это позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов. Летом пассажиропоток может достигать до 5000 человек в сутки. Хочу, забегая вперед, сказать, что такого рода авиаперевозчиков, желающих еще больше. И я уверен, что 1 мая заработает и аэропорт, регулярные сообщения между городами России и городом Сухум. А также 1 мая мы ждем электричку, которая тоже будет регулярно приходить в нашу столицу. Впереди второй этап реконструкции. В воздушной гавани построят новый пассажирский терминал и новый перрон на 6 мест для стоянки воздушных судов. Абхазия ждет гостей.
Тем временем Москва прихорашивается. В городе генеральная уборка. Так дороги и тротуары столицы промывают специальным шампунем. Он поможет убрать мазутные и масляные пятна, которые не смыть водой. Коммунальные службы также промывают фасады и цоколи зданий. В московских дворах прогребают цветники, газоны, окрашивают скамейки и урны. После зимы промыли и знаменитый фонтан «Каменный цветок». Он расположен на ВДНХ. Сооружение уникальное, у него множество скульптурных деталей, 16 бронзовых натюрмортов. В центре чаша в виде цветка. Промывается фонтан исключительно вручную. Городские службы работают и ночью. В центре Москвы нанесли временную разметку для репетиции Парада Победы. На участке Тверской улицы от Пушкинской до Красной площади всего будет 6 полос протяженностью 1084 метра каждая. Это был дайджест федеральных новостей. До новых встреч! Более 40 населенных пунктов Якутии получат развитие в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщила первая замминистра экономики республики Мария Аргунова, в список вошли Якутск, Нерюнгри, Найва, Усть-Куйга, Тикси, Нижний Бестях и 38 районных центров. Для их развития будут привлечены средства из федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетные инвестиции. Цель проекта – улучшить качество жизни в этих городах и селах на 30% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Развитие коснется всех сфер, включая дороги, ЖКХ, здравоохранение, социальную инфраструктуру, водоснабжение и транспорт. Через несколько месяцев столица региона пополнится 2 важными объектами в сфере медицины и культуры. На завершающей стадии находится строительство нового здания Якутской городской больницы номер 2 и Арктического центра эпоса и искусств. На месте строительства поработала наш корреспондент Вероника Таюрская. Первой точкой на маршруте традиционного объезда председателя правительства Якутии стала строительная площадка Якутской городской больницы номер 2 в Гагаринском округе. Долгожданная для жителей района поликлиника уже получила статус «Смарт» и сможет принимать до 600 человек в смену. Новшеством станет размещение станции скорой медицинской помощи. Открытие нового объединенного здания запланировано летом 2025 года. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет 80%. Основные работы у нас проводились в зимнее время. Это внутренняя вся отделка помещений. То есть здание у нас 8500 квадратных метров, шестиэтажное. За прошлый год мы полностью возвели монолит, залили порядка 5000 кубометров бетона. У нас исполнена эстакада и гараж на 6 автомобилей. 27 сентября запланировано открытие первого в мире центра эпоса и искусств, построенного в зоне многолетней мерзлоты. Его ход строительства также проверил Кирилл Бычков. Здание с 3 ураса на крыше объединит зал для филармонии Якутии, мультимедийные и обрядовые салоны, а также многое другое. Строительство центра ведется с учетом недопущения оттаивания мерзлоты. Для этого установлены специальные охлаждающие системы. Изюминкой здания станет общественное пространство с амфитеатром и смотровыми площадками, которое разместится на крыше центра. Арктический центр эпоса, наш такой очень знаковый, очень особенный, уникальный объект. На самом деле, вот сегодня посмотрели некоторые элементы этой конструкции, в частности сцены, такой нету ни в одном подобном сооружении в нашей стране. Вот, это будет уникальное совершенно действительно произведение такого архитектурно-технического творчества. По итогам объезда председатель правительства региона дал положительную оценку строительным объектам и выразил уверенность, что здания будут введены в срок. То, что мы сегодня увидели, конечно, мы понимаем, что такие объекты строятся, наверное, раз в 100 лет. Вот, поэтому к этому и отношение такое и главы республики, он очень внимательно следит за каждой деталью. Вот лично все смотрят все эскизы, все технические решения. Строительство Якутской городской больницы номер 2 и Арктического центра эпоса и искусств подходит к финишу. Уже в этом году жители и гости Якутска смогут оценить комфортабельность и функциональность новых зданий. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск.
По поручению главы Якутии Айсена Николаева почти 14 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны выплатили единовременную помощь к 1 апрелю. Общая сумма выплат составила более 172 миллионов рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Волкова. Также она рассказала, что в республике завершили вручение юбилейных медалей ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Награды получили 1688 человек. В республике состоялось и заседание Совета местного самоуправления при главе республики. Главной темой на повестке дня стала подготовка к 80-летию Победы. Всего в этом году планируется реализовать 64 мероприятия, которые направлены на увековечивание памяти павших воинов, социальную и медицинскую поддержку ветеранов и патриотическое воспитание. От республики планируется вручение юбилейных медалей, а указом главы всем участникам Великой Отечественной войны будет присуждено звание «Почетный гражданин республики». Одним из главных событий, посвященный 80-летию Победы, станет установка памятника Герою Советского Союза Федору Кузьмичу Попову в Якутске. Сегодня необходимо все мероприятия, которые проводятся на уровне республики, декомпозировать на районный уровень, чтобы ни один ветеран, а также участник специальной военной операции не остался без внимания. Есть традиционные мероприятия, есть мероприятия, которые непосредственно связаны с материальной помощью, которая оказывается участникам Великой Отечественной войны, соответственно, детям войны. Все эти выплаты уже произведены, ну и, соответственно, в каждом районе будут торжественные мероприятия. Кроме того, по республике будут традиционные мероприятия, связанные с бессмертным полком. Якутия – земля героев. Кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Проект дает им новые возможности, в первую очередь вовлекая их в процесс управления республикой. Насколько важен проект для развития региона, узнаем в следующем сюжете. Региональный проект, инициированный главой республики «Якутия. Земля героев», стартовал 21 февраля 2025 года. Он стал аналогом федеральной программы «Время героев», запущенной президентом России. Основная цель проекта – поддержать и раскрыть потенциал военнослужащих СВО, направив его на благополучие и динамичный рост республики. Это кадры, а кадры решают все. Поэтому очень нужны такие люди, которые сильные, доказали своим героизмом именно на поле боя, именно ценой своей жизни и не жалея себя, доказали, что они нужны стране, что они могут ее защищать не только в трудное время, но и в мирное время. То есть быть полезными для общества, прежде всего, быть открытыми, не бояться принимать решения. Поэтому эта программа, еще раз говорю, она очень нужна. На сегодняшний день в проекте участие принимают около 600 участников СВО не только с Якутии, но и из ближайших регионов. По прохождению необходимых тестирований и собеседования будут отобраны 50 ветеранов, которые получат возможность бесплатно повысить квалификацию в сфере управления. Выпускники программы, понятное дело, будут привлекаться во всех сферах деятельности, и очень важно, чтобы они присутствовали практически во всех отраслях, начиная от образования, заканчивая народным хозяйством. Участники программы пройдут продолжительную стажировку в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях. По окончанию обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению государственное и муниципальное управление. В прошлом году стартовала программа «Время героев», где участвовал Игорь Васильевич Юргин, герой Российской Федерации. На сегодняшний день он является исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. И мы видим, какие ориентиры, какие принципы, какое направление задает именно наша молодежи. Количество участников в программе продолжит расти. А в 2026 году Якутия получит первых грамотных управленцев, которые внесут значительный вклад в развитие республики в самых разных отраслях. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Ленске участнику специальной военной операции Виктору Старикову вручили медаль «Ветеран боевых действий». Мужчина добровольно уехал на фронт и спустя полгода службы был уволен в запас. С ним пообщалась наша съемочная группа.
Это сегодня Виктор Алексеевич, педагог Ленского технологического техникума. А 2 года назад он был бойцом в зоне СВО. Отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем в октябре 2022 года. Вам 53 года, мы вас брать не будем. Я все равно говорю, вы сначала спросите в Якутске, возьмут или нет меня. У меня специальность инженер связи. Я говорю, такие кадры должны востребованные на фронте. На следующий же день Виктору Алексеевичу позвонили с военкомата и попросили прийти и получить боевую повестку. Так и отправился мужчина в зону СВО. Там он служил в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты. Сначала стрелком, потом мужчину назначили 2-м номером гранатометного расчета. Алексей Стариков уничтожал танки противника, а после был назначен в роту разведки. Отслужив полгода, боец достиг предельного возраста военной службы и был уволен в запас. Тянет меня обратно, туда тянет. Не хватает бородатых, грязных, злых мужиков с автоматами. Честно говоря, не хватает. Вернулся домой герой нашего сюжета в 2023 году. Признается, было сложно привыкнуть снова к обычной жизни после СВО. Помог ему Станислав Возвиков, заместитель директора Ленского технологического техникума, который предложил Виктору Алексеевичу вести дисциплину по патриотическому воспитанию молодежи. Боевой путь, который вы прошли, вы из первых уст можете донести нашей молодежи, ребятам, вообще подрастающему поколению. Вы как раз то поколение, которое через много лет будете передавать это все своим уже детям, своим племянникам, своим внукам. Поэтому, конечно, впитывайте, вникайте, благодарите, и победа будет за нами. Теперь ветеран СВО рассказывает студентам истории военной жизни, о политической обстановке в стране, какая техника существует на СВО, о бойцах, которые служат, и, конечно, учит ребят быть патриотами и любить свою родину. Он нам показывал фильмы, как ведется СВО, как украинцы воюют с русскими, какими повязки они носят, какие у них аптечки там, что они делают в экстренных ситуациях и какие меры предпринимают, чтобы обойти их и взять там захваченное здание, чтобы поставить там дроны. И очень интересно. Там оно трогательный фильм показал, прям жизненный, как там внутри все происходит, как люди жертвуют собой ради этой победы. Это очень жизненная информация, которая лучше не пригодится нам сейчас, и победа будет наша. Каждая пара проходит познавательно. В день нашей съемки Виктор Алексеевич познакомил студентов 2-го курса с современным оружием. Хорошее дело. Вот мой рекорд. После юноши на время разбирали и собирали автомат и пистолет. Объясняли девочкам. Да это железо. Фу. В завершении педагог рассказал студентам, как пользоваться гранатами. Разгибаете усики, потом только вытеркиваете чеку. То, что показано в фильмах, зубами выдирают, это бесполезно, это даже, вам скажу, не работает. Студенты с интересом слушали педагога, ведь кто еще, как не очевидец и участник реальных событий, происходящих в зоне СВО, может рассказать подробности боевых действий. Много опыта, много чего может передать вообще. Считаю, что его предмет полезный в техникуме, чтобы воспитывать дух патриотизма в молодежи. Сегодня Виктор Алексеевич награжден знаком «Ветеран боевых действий». Еще в 2023 году он был представлен к Георгиевскому кресту 4-й степени, но награду до сих пор не получил. В завершении нашего разговора боец признался, что душой он всегда на СВО. И если бы выдалась возможность, он бы, не раздумывая, снова вернулся на фронт. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Республиканский психологический центр продолжает работу, направленную на восстановление духовного здоровья участников СВО и членов их семей. За минувшую неделю в регионе и к госпитальному направлению отработано свыше 350 новых и повторных обращений. Проведено 435 индивидуальных и групповых работ. Все обращения и носят конфиденциальный характер. Для записи не нужны документы. Можно записаться под псевдонимом. Получить психологическую помощь можно по номеру телефона 31 91 09. Для удобства работает горячая линия. Как в головном центре, так и в районных филиалах Якутского республиканского психологического центра отмечается рост работы с родственниками военнослужащих. Мы считаем, что это хорошая динамика, когда люди
обращаются к специалистам за поддержкой и помощью, особенно в период долговременной неопределенности и тревожности. Хотим напомнить, что посттравматические состояния могут активизировать иные ранние непроработанные психологические травмы. Это естественное свойство психики. Поэтому работа с бойцами и членами их семей должна быть комплексной. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. С начала проведения всероссийской акции, приуроченной к празднику, к ней присоединилось более 500 человек. В этом году события приурочили к 80-летию Великой Победы. Как прошла акция, расскажем в следующем сюжете. 20 апреля 1832 года в Российской империи состоялось первое успешное переливание крови роженицы с кровотечением. Уже тогда врачи понимали важность этого компонента. В годы Советского Союза безвозмездная сдача крови и ее компонентов получила новый виток. А в наше время, благодаря современному оборудованию, процедура сдачи не только безопасна, но и безболезненна. Донорская кровь нужна постоянно, каждый день, каждый час, потому что каждый день бывают операции сложные, роды, травмы, связанные с потерей крови. И в таких случаях может, конечно, помочь только донорская кровь. Сегодня в Якутии насчитывается 6 учреждений, входящих в состав службы крови. Кроме единой станции переливания крови в столице республики, свои отделения переливания имеют Национальный центр медицины, Алданская, Ленская, Мирнинская и Нерюнгринская центральные больницы. Все они имеют важную задачу – забор донорской крови для спасения людей. В 2016 году я привела в этот мир ребенка, и роды были очень тяжелые. Я была той самой тяжелой роженицей, которой нужна была помощь. И когда я пришла в себя, подняла глаза, первое, что я увидела, это пакет, из которого мне переливали кровь. И на нем было написано «Глебова Надежда». Я была тяжелой и даже не сообразила, что Глебова – это фамилия. Я подумала, повезло Глебу, какая у него надежда. Эта кровь спасла мне жизнь. Она вернула маму двоим прекрасным детям. Доноры – невидимые герои. Для своих реципиентов они остаются инкогнито. Того требует правило. Но при этом донор может узнать, кому выдали его кровь. Одна порция крови и ее компоненты объемом 450 мл могут спасти 4 человеческие жизни. На счету почетного донора России Андрея Еремина более 100 донаций и тем самым более 350 спасенных жизней. Начал я примерно 18 лет, столкнулся с ситуацией, что знакомым понадобилась кровь. И вот с тех пор сдаю. Раньше я редко сдавал, а сейчас позволяет вот раз 5, если в год сдать как норма, то хожу, сдаю 5 раз в год. Донорство – это не только самоотверженность, но и осознанность. Для сдачи крови необходимо быть здоровым и, соответственно, не иметь противопоказаний. Стала донором, потому что это важная часть для всех нас. Дай бог всем здоровья, но так бывает в жизни, что нужно. И здесь ничего не надо. Не надо учиться специально, не надо ничего специально делать. Просто сдать кровь. И поэтому я рада, что я могу помочь таким способом, для которого очень важно быть здоровой. То есть я себе помогаю, и людям помогаем. Вот так. Традиционно станция переливания крови Якутска присоединяется к всероссийской акции, посвященной Национальному дню донора. Ежегодно в ней участвуют студенты, политики и неравнодушные жители. Мы понимаем, что донор – это не только почетно, но и такое социально значимое имеет значение в обществе. Сдача крови, оно помогает поддерживать всех тех, кто нуждается в этой процедуре. Как отмечают врачи-трансфузиологи, запасов крови достаточно, но ее никогда не бывает много. Пополнить банк и сделать благое дело можно по адресу Петра Алексеева, 87. С понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и в пятницу с 8:30 до 11:00. Вероника Таюрская, Иван Лазаренко, Нюргун Старостин, Захар Головин, Якутск, Нерюнгри. Сотрудники скорой помощи призывают внимание общественности к насущным проблемам. Медики утверждают, что 22 бригад, работающие сейчас, недостаточное количество для обслуживания Якутска с 300-тысячным населением. Из-за нехватки персонала врачи и фельдшеры постоянно перерабатывают, а водители порой вынуждены дежурить по 240 часов в месяц. При этом у сотрудников сохраняется неудовлетворенность заработной платой, а молодым специалистам не выплачиваются положенные стимулирующие. По обращению коллектива станции скорой помощи прошло собрание с представителями Министерства здравоохранения, профсоюза и других общественных организаций.
Сотрудники поставили ряд вопросов, которые действительно их очень сильно беспокоят. Мы, конечно, эти предложения и вопросы зафиксировали. На станции скорой медицинской помощи будет проведена соответствующая комплексная проверка, где мы эти вопросы, которые сегодня поступили, тоже будем учитывать. Безусловно, будет ряд предложений как со стороны Республиканского комитета профсоюза здравоохранения и в наш адрес, и, соответственно, и с нашей стороны будут предложения. Запрос на медицинские кадры не только в нашей республике, но и в стране, как и всегда, велик. А готовить профессионалов, как известно, лучше всего со школьной скамьи. Так, в Якутии завершился республиканский конкурс «Медицина будущего», где ребята разрабатывали и защищали свои проекты. Тему продолжит моя коллега Надежда Саханская. Где мягкие ткани, например, очень хорошо видны мягкие ткани, да, мы видим более четко очерченные формы. Это лишь эпизод из обширной профориентационной экскурсии для школьников, которые прошли финальный этап республиканского конкурса «Медицина будущего». В рамках отборочных соревнований ребята решали задачи, проводили исследовательскую работу, а также писали эссе о том, какой они видят сферу здравоохранения, поскольку представители старшего поколения уже считают их будущими коллегами. Все дети, их было 200 детей, они уже получают 1 балл при поступлении в медицинский институт Северо-Восточного федерального университета. Дети, которые прошли финал, а их 30 детей, они получают 3 балла к поступлению. И это довольно-таки мотивирующий аспект, ведь не секрет, что конкурс на поступление в медицинские вузы и институты довольно велик. Ребята, конечно, немного смущают. А это уже непосредственно мыслительный процесс. Ребята работают над совместными проектами, причем уже из такой командной работы рождаются самые настоящие мини-консилиумы. Генная инженерия, 3D-технологии, нанотехнологии, а возможно даже и какие-то малоинвазивные операции. Об этом всем сейчас рассуждают школьники, которые собрались на финале республиканского конкурса «Медицина будущего». Да и не секрет, что для медицины будущего годятся любые силы и средства. Как знать, возможно, из фантазии о 3D-печати или мыслях о нанотехнологиях появится по-настоящему новое направление в современной медицине. Участники подходят к делу довольно серьезно. Да и на самом деле в медицине не может идти речь о работе, что называется, спустя рукава. Многие ребята, уже определившиеся с профессией, учатся в профильных классах. Моя мама стоматолог, папа врач-оториноларинголог. Все время я оставался у них на работе после школы, поэтому много было моментов, связанных с медициной. Так, а у вас как? У меня семья, династия врачей. У меня прям бабушка, дедушка, все врачи были. Мать, тетя, дядя, все врачи. Я подумал продолжить. И такое поколение юных профессионалов может совершить массу открытий. Здесь смело можно провести аналогию с препаратами тетрациклинового ряда, которые уже давно заменили более мягкие антибиотики. Так что если мы говорим о медицине будущего, то во главу угла ставится относительный передел сфер применения той или иной технологии для расширения врачебного арсенала. А участники уже сегодня представили свои проекты по обширным темам. От внедрения 3D-печати донорских органов до использования наноботов в медицине. Так что все эти знания и практические навыки тоже помогут ребятам определиться с выбором специальности врача. Надежда Саханская, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии вскрытие рек прогнозируют на 4-6 дней раньше сроков, исходя из уровня накопленных снегозапасов и толщины льда. Характер возникновения ЧС предполагается до регионального уровня. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин. По его словам, образование заторов льда на Лене наиболее вероятно в пределах Ленского, Алекминского, Хангаласского, в пригороде Якутска, Намского и Кобяйского районов. Также на реках Алдан, Амга и Колыма в пределах Усьмайского, Амгинского, Верхнеколымского и Среднеколымского районов.
В Якутии тем временем завершается подготовка к весеннему паводковому сезону. Предварительная подготовка к нему началась с декабря 2024 года. В республике прошли командно-штабные учения по ЧС. Всего в регионе будет задействовано более 17 тысяч сотрудников и специалистов группировки системы РСЧС и около 500 единиц техники. В наблюдении за повышением уровня воды будут задействованы камеры, беспилотные авиационные системы и снимки со спутника. Дополнительно развернут 87 пунктов временного размещения, в том числе 120 для скота. Сегодня завершающий этап идет. До конца апреля должны завершиться все превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках республики. Это и на основной реке Лена, Амга, Алдан. В рамках данных мероприятий проводили акценты на фактическое развертывание пункта временного размещения, акценты на его комплектность. Это и кровати, это и предметы первой необходимости, продукты питания, питьевая вода, связь, резервные источники питания. Накануне официально закрылось движение по зимним ледовым переправам между Нижним Бестяхом и Якутском. Проезд по ним запрещен для всех видов транспорта. На берегу со стороны Нижнего Бестяха начали дежурить сотрудники ГИМС, МЧС и представители районной администрации. Для предотвращения выезда автомобилей на лед дорогу засыпали песком. Пассажирские перевозки по маршруту из Нижнего Бестяха в Якутск осуществляют суда на воздушной подушке с 7 утра до 7 вечера. Стоимость 2500 рублей. За несанкционированный выезд на лед, напомню, грозит административный штраф. Напоминаем, что ответственность за нарушение, то есть несанкционированный выезд на лед, для граждан составляет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф будет составлять до 50 тысяч рублей и для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Кроме того, существует вероятность привлечения к уголовной ответственности, если водители будут перевозить пассажиров. Разбитые дороги, не соответствующие стандартам безопасности – беда садоводческих товариществ. Жители СОТ и СНТ по Вилюйскому тракту боятся, что вместе с тающим снегом исчезнет и дорога, ведущая к дачным участкам. Даяна Федорова расскажет подробности. Наша съемочная группа решила воочию погрузиться в суть проблемы дачников. Дорога узкая, разъехаться двум машинам крайне тяжело. Добавляет проблем и то, что на обочинах скапливается большое количество снега, который не убирают. Каждый год в межсезонье единственная дорога становится полосой препятствий. В качестве барьеров неровности. Эта дорога прокладывалась несколько десятилетий назад и ремонтировалась разве что только силами самих жильцов. Это немалые деньги. Город наотрез отказывается. Вот ответ я получила, значит, эта дорога принадлежит СОТам. Но на самом деле город делал сам межевание нам, СОТов, и ни одна граница, ни одного СОТа к этой дороге и близко не подходит. На экране вы видите кадры с мая прошлого года. О состоянии дорог говорить не приходится. Вот такая дорога. Вот это лужи, им деваться некуда. Нету. Вот прошел бы этот грейдер, поднял бы их и прокатал бы это. На иномарке проехать тут вообще сложно. Машины-то разбиваются все, вся ходовка разбивается. Вот и вся дорога. Какой дороге тут может речь идти? На отрезке курсируют дачные маршруты. Автобусная остановка есть. Правда, им редко пользуются. Общественный транспорт доезжает только до въезда по асфальтированной дороге. Службы, когда отправляют грейдер, и почему-то говорят до конечной остановки. Но конечная остановка у нас не на последнем СОТе. А у нас еще туда 4 СОТа у нас вглубь туда идет. Нам этот вопрос надо решить раз и навсегда, и чтобы не волновал никого, ни меня, ни других председателей, ни руководства. Садоводы не раз обращались в инстанции и требовали, чтобы дорогу взяли на бюджетный баланс. И не зря. Ее признали безхозяйной и передана она муниципалитету. И это их проблемы решать, наши дороги. Я уже не прошу асфальтирования, но хотя бы прогрейдировать. И грейдер должен быть с отвалом. Нормально.
Нормальный грейдер, не тот, который взял, прошелся и оставил все. Подъездные пути все же признали бесхозными и передали в собственность городу. Первые дачные автобусы будут запущены 26 апреля. До этого времени обещают проверить качество дорог. По Вилюйскому тракту есть нормативно-правовой акт, есть распоряжение администрации, которое дает нам право, проводить там в целях обеспечения пассажирских перевозок дорожные работы. И эти дороги мы будем содержать, грейдировать дорожники и проведут в ближайшее время до запуска дачных автобусов там устранение дефектов дорожного полотна. Все бесхозные дороги должны быть внесены в перечень муниципальных дорог. Для того, чтобы в дальнейшем при формировании финансирования на содержание дорог они были учтены и их содержали службы. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Якутия традиционно выбирает Владивосток для покупки автомобилей и автозапчастей. О том, как обстоят дела на главном авторынке страны и как оттуда можно заказать автомобиль, расскажет Лиана Михайлова. Согласно статистике, Республика Саха-Якутия занимает лидирующие позиции по числу покупателей автомобильной продукции на Дальнем Востоке. Местные автодилеры ежедневно получают множество заказов. Одна из компаний из Якутии, работающая на рынке уже 3 года, везла в Россию более 2000 автомобилей. При этом объем выдачи авто достигает до 40 машин в неделю. Важно отметить, что на данный момент ввоз автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров возможен. Однако сроки доставки могут увеличиться. Автомобили с объемом мотора до 1,9 литров, не гибридные, это считаются обычными автомобилями, разрешенными к ввозу. Такие автомобили без проблем завозятся, сроки примерно 1 месяц. А также есть санкционные автомобили, у которых объем двигателя свыше 1,9 литров, они являются санкционными и не разрешаются напрямую ввозить в Россию, то есть прямой экспорт запрещен, поэтому такие автомобили заводятся через третьи страны. Поэтому сроки логистики немножко дольше, и автомобили они идут легальными способами обхода этих санкций. Процесс покупки автомобиля, как подчеркивают эксперты, не является сложным. На первом этапе покупатель получает подробную консультацию по выбору автомобиля совместно с автодилером, после чего выбирается модель, марка и стоимость. Затем стороны подписывают договор и выставляется счет с учетом всех японских расходов и доставки до города Владивосток. После оплаты машину отправляют в порт Японии, откуда в дальнейшем отгружаются все автомобили до Владивостока. Когда будет уже машина в России, начинается процесс растаможки, где вы оплачиваете таможенную пошлину и утилизационный сбор. После окончания всех этапов и по готовности необходимых документов машина будет полностью готова к выдаче. Тем не менее, на рынке действуют недобросовестные продавцы. При покупке важно сосредоточиться на конечной стоимости возимого автомобиля, а не на низкой стоимости комиссии компании. Добросовестного продавца можно распознать по качеству работы с договором, прозрачности счетов и поэтапной оплате. Также важно обращать внимание на сроки доставки, которую заявляют продавцы. Многие компании обещают доставить в срок 2 недели машину до Владивостока, до полной готовности, но это неправда. То есть машина в любом случае ориентировочно прибудет за 1,5 месяца и плюс-минус неделя. Точных сроков никто никогда не может сказать, потому что в любом случае будут факторы такие, как судно задержится, на техосмотр идет, либо документы на какую-то машину не готовы. Автомобильная мекка Дальнего Востока ежедневно пополняется новыми экземплярами из Японии и многих других стран. В дальнейшем авто отсюда направляются во все регионы нашей страны. Лиана Михайлова, Владивосток. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. «Плыть против течения» Анастасия Диадорова и ее мама о фильме «Силе духа и материнской любви». История якутской чемпионки, вдохновляющая миллионы, вышла на большие экраны.
Фильм режиссера Сандала Байшева, рассказывающий о пути спортсменки, потерявшей в детстве обе руки, но достигшей невероятных высот в плавании, вышел в широкий прокат. Мы встретились с Анастасией и ее мамой, чтобы поговорить о фильме и силе духа, о той безграничной материнской любви, которая помогла преодолеть все трудности. Мы когда смотрели первый раз фильм, мне кажется, я вообще не дышала, просто вжалась в кресло и была максимально напряжена. Но фильм произвел на меня очень приятное впечатление. Мне понравилось, как деликатно были показаны моменты, те моменты, о которых я никогда не говорила, потому что в целом то, что я транслировала, это было всегда такое, победы на соревнованиях, как проходили сборы, как проходит подготовка, а тут вот прям такое переживательные моменты. Нам рассказывали, что ползала, плакала, это правда? Это правда. Не ползала, весь зал. Весь зал, да. А участвовали ли при выборе главной героини на вашу роль? Мы вообще не принимали участие ни в чем. То есть мы, когда прочитали сценарий, мы просто какие-то технические моменты комментировали насчет именно классификации, паралимпийского плавания. В общем, чтобы это было еще не только художественное, но еще какое-то познавательное кино. Вот. Мои друзья посмотрели, им очень понравился фильм. И есть друзья мои, которые со мной проходили какой-то период жизни, и они удивились, что каких-то фактов даже они не знали. То есть настолько скрытный я человек, за этой улыбкой скрывается многое, И всем очень понравилось. Кто-то переосмыслил какие-то свои жизненные ситуации, моменты. Кто-то сказал о том, как классно было сыграно именно актерами роли. И очень похвалили то, что Сандал Байшев, режиссер фильма, осмелился рассказать историю, когда прототипы еще живы. Сильно ли отличается экранная Настя от вас самой? Можете поподробнее рассказать? Мне кажется, что в фильме показали максимально хорошую, наверное, даже вот эту вот грустную часть, но в хорошем свете. Поэтому я никогда не смотрю свои интервью. Мне не нравится ни мой голос, ни моя жестикуляция, в общем. Поэтому как-то в фильме было очень приятно смотреть на Машу, и меня поразил уровень ее игры, как она вот это все смогла передать, очень похоже. Вы вдохновите многих, и до фильма с вас брали пример многие. Что хотите пожелать людям, которые сейчас находятся в отчаянии, может быть? В отчаянии? Выдать себе время погрустить и потом уже собраться силами и жить эту жизнь. Какие у вас планы после ухода от профессионального спорта? Я пошла в любительский спорт, сейчас занимаюсь фридайвингом, и в августе будут проходить всемирные игры по неолимпийским видам спорта, и как раз я туда добралась, меня включили в команду. В общем, спорт пока не закончился. Я мечтала очень долгое количество времени, 20 лет, о золотой медали на Паралимпийских играх. К сожалению, эта мечта не осуществилась, но она позволила мне быть 20 лет в спорте. Тоже очень такой важный момент. И сейчас я как раз, наверное, в поисках такой же большой, глобальной мечты для себя. Расскажите, Людмила, пожалуйста, о ваших впечатлениях в фильмах. Фильм мне очень понравился. Я прямо фильм не смотрела, смотрела не как художественный фильм, а как будто это видеосъемки нашей семьи, как будто это хроника нашей жизни. Потому что Федот так убедительно сыграл, как будто я даже почувствовала, что присутствие папы, как будто он там и все. И мы рядом находимся. А вообще легко ли было так открыто поделиться вашей историей? Так как мы Сандала знаем, он племянник моей подруги, поэтому нам было работать с ним очень легко. Наши близкие друзья все отметили, что фильм получился, что актеры справились со своими ролями, и что там в Москве после просмотра все подходили
Федоту и говорили, дядя Леха наш, обнимались с ним, он так убедительно сыграл, поэтому и Машеньку тоже хочу отметить, что она очень хорошо передала вот характер Насти, и Татьяна Арнгольц передала вот характер, все движения Натальи Викторовны. Она у нас вот тоже такая жесткая, требовательная. Поэтому, ну, как же иначе, когда там в группе 10 и больше детей, которые все с разными характерами, с разными своими требованиями. Поэтому, ну, тренер таким и должен быть. В общем, фильм получился. Все друзья довольны и сказали, что все очень похожи. И Ирина и я все, особенно русские, которые не отличают, сказали, что мы как сестры. Да, сказали, похоже, да, очень. А вот вообще, как думаете, вот якутянам понравится фильм, должен ли понравиться? Как думаете? Ну вот этого я не знаю, потому что вот 2 показа было, и там были все наши близкие, все знакомые, которые знакомы с нашей историей, которые все вместе с нами проходили все вот эти этапы жизни. И поэтому я тоже с волнением жду вот этого выхода премьеры 17 апреля. Туда придут совершенно другие разные люди, которые нам не знакомы. И мне самое интересно. Надеюсь, искренне надеюсь, что им понравится. Что бы вы пожелали бы родителям, чьи дети вот столкнулись с подобной ситуацией? Ну, родителям бы я пожелала, чтобы они прислушивались к своим детям, к их желаниям, но вопреки их желаниям не хочу пойти туда этим заниматься. Все равно направлять, подсказывать, помогать, и тогда только получится результат, если родители сами первое время сами все делают. Ну, имеется в виду, куда-то вот по интересам водят ребенка то на танцы, то на пение, то в спорт, то первое время от родителей очень много зависит. Так что пожелаю всем, чтобы прислушивались к детям и подталкивали, и им помогали. 20 апреля православные отмечают Пасху. По традиции в День Светлой Пасхи накрывают богатый стол, главным украшением которого становится пасхальный кулич. Какие куличи будут на столах нюрнбергринцев, узнавали наши коллеги. В православной традиции приготовление куличей начинается в Великий или Чистый четверг и сопровождается соблюдением всех канонов и обрядов. Для работников Нерюнгринского хлебокомбината кулич – это особый символ Пасхи, и их приготовление всегда важное событие. У нас есть особые рецепты. Это обязательно душа и любовь наших пекарей, наших формовщиков, наших всех сотрудников. Все традиционно, все без всяких добавок, ГОСТ. И, соответственно, сами делаем помадку, сами ее производим, сами намазываем. Постарались придержать цену, независимо от того, что поднялись цены на муку, на сырье. Да, но мы постарались для наших жителей Нерюнгринского района сдержать ценовую политику на том уровне, которая была в прошлом году. Процесс производства не быстрый, но зато проверенный годами. Все ингредиенты исключительно натуральные. Производство идет с соблюдением всех правил. А это значит, что нерюнгринцы получат лучший продукт. Основная рецептура – это мука высший сорт, соль, дрожжи и вода. Также входит в рецептуру яичный порошок, сахар, масло сливочное и плюс маргарин, молоко сухое. И все ингредиенты, поступающие по рецептуре, согласно ГОСТу. Тесто готовится технологически с применением определенной температуры и влажности. Безусловно, строгое соблюдение рецептуры и технологий приготовления куличей очень важно. Но не менее важно то, с каким настроением в этот день работники хлебокомбината изготавливают любимое многими пасхальное лакомство. Отличное настроение очень, прям торжество такое, очень волнительно, очень прекрасный день. Конечно, пришли с настроением, делаем с любовью, чтобы всем нашим жителям досталась пасочка нашего хлебзавода. Мы стараемся, вкладываем всю душу. Пусть Господь вам помогает всегда в ваших трудах,
А сегодняшний день он будет сегодня день молитвы и день особых трудов перед светлым праздником Пасхи. В преддверии праздника на предприятии традиционно состоялась церемония освящения пасхальных куличей. Ее провел иеромонах Аркадий. Он поздравил всех с приближающимся праздником Пасхи, пожелал крепкого здоровья и Божьей помощи сотрудникам хлебокомбината. В каждом доме, когда мы приходим в День Святой Пасхи, мы видим кулич. Что это означает? Означает то, что по воскресении Христовым Господь Иисус Христос являлся своим ученикам. И они обязательно на то место, где Он будет, они оставляли всегда хлеб, чтобы Он пришел с учениками и разделил трапезу. И в память этого события, в память воскресения, все верующие люди в День Святой Пасхи освящают в храме куличи и в течение всех пасхальных дней угощают друг друга и хранят дома, вкушают в память об этом празднике, самом светлом празднике, светлое Христово воскресенье Пасха. Праздник Пасхи насчитывает более 2000 лет и является долгожданным днем завершения поста, когда разрешена любая пища и можно праздновать и веселиться. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфирах.